Акбар, Аллаху Акбар. Сегодня мы восхваляем Аллаха Субхану Тааля, произнося такбиры, поскольку Он это нам повелел. В контексте предписания Рамадана Аллах сказал: «Валитукаббиру Аллаха аля ма хадакум, валитукмилу аль-иддата, валитукаббиру Аллаха аля ма хадакум». Чтобы вы восполнили число, то есть полностью пропустились этот месяц, и чтобы вы восхвалили Аллаха, быть может, вы будете благодарны, быть может, вы обретете прямой путь, быть может, для Аллаха, быть может, это значит наверняка, если мы действительно будем искренними. В этот великий день мы, идя на намаз, восхваляли Аллаха, прославляли Аллаха, так как это нам велел Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И в этот день у меня для вас 3 наставления. Первое наставление. Аллах говорит в своей книге: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом». Что значит бояться Аллаха должным образом? Что значит быть богобоязненным должным образом? Как упоминает об этом в своем тафсире Ибн Кафир, это означает уверовать в Него и не проявлять неверие, благодарить Его, быть покорным Ему и не грешить Ему, поминать Его имя и не забывать Его. Так приходит в хадисе. Далее Аллах говорит: и держитесь вместе за верь в Аллаха. Держитесь вместе за верь в Аллаха. Что значит верь в Аллаха? Это означает Коран. Держитесь за Его книгу. И здесь Аллах, обратите внимание на 2 момента. Он не сказал «У'атасиму бихаблиллахи», на этом не остановился. Он сказал «У'атасиму бихаблиллахи джами'а». Держитесь вместе за верь в Аллаха. То есть будьте единым оплотом, единым целым. «Валя тафарраху», и не разъединяйтесь. Поэтому важно быть в единстве. В единстве есть сила. Второе мое наставление вам, мои дорогие братья и сестры. Закончив эту школу, эту великую школу Рамадана, быть покорными рабами Аллаха, любимыми рабами Аллаха, но не быть рабами Рамадана. Кто поклонялся Рамадану, Рамадан ушел. Кто же поклонялся Аллаху Субхану Тааля, так ведь Аллах живой, и Он есть истина. Поэтому Он есть Господь не только Рамадана, Он Господь всех остальных месяцев. И как вы себя приучили молиться, поститься, чувствовать радость, успокоение от этого в этот месяц, должно вам продолжать это в последующие месяцы. И в этом контексте я бы хотел напомнить вам про 6 дней Шавваля, про которые пророк ﷺ сказал: тот, кто отпостился 6 дней Шавваля, будто бы постился все время. Все время он пояснил в другом хадисе, что будто бы он постился целый год. Поэтому есть суннеты, есть сунны пророка ﷺ, понедельник, четверг, светлые дни, а также 6 дней Шавваля. Надо быть все время покорными рабами Аллаха. Третье. Это не забывать про книгу Аллаха, про то верное руководство, которое Аллах Субхану Тааля даровал нам, которое мы привыкли читать в этот великий месяц, к которому привязали свои души и сердца в этот месяц. Ибо это очень важно для нас, особенно сегодня, в это тяжелое время. Ведь Аллах Субхану Тааля говорит о своей книге: поистине этот Коран указывает на самый верный путь. Обратите внимание, он не сказал указывает на путь. Пути могут быть разные, решения проблем могут быть разными. Но он, то есть Коран, указывает на самый верный путь. И также Аллах Субхану Тааля, говоря о своей книге, сказал: Аллах не спаслал наилучшую речь, то есть Коран, от которого содрогаются кожа верующих, когда они читают, а потом их сердца смягчаются к поминанию Аллаха, повторяемые аяты Аллаха.
Аятов в этом контексте на этот счет очень много. Суть заключается в том, дорогие мои братья, чтобы эта книга стала для нас руководством. И последнее, что я хотел бы сказать. Сегодня праздник, сегодня радоваться – это есть поклонение. Даже если нам тяжело, даже если наша родина – Крым, даже если мусульмане во всем мире, в Сирии, Борнии, Китае, Палестине страдают, сегодня, невзирая на все трудности, мы обязаны радоваться, ибо это и есть поклонение. Крым – это рана для меня, поскольку я крымский татарин. И вы видите, что творится в Крыму. Сегодня оккупанты там уже от безысходности взялись за женщин. Взялись за женщин, представьте, матерей, детей. Сегодня около 200 детей там остались без отцов, поскольку отцы заточены в тюрьмы. Сегодня мусульмане страдают по всему миру. Но, невзирая на все это, мы восхваляем Аллаха за то, что Он нам даровал возможность отпоститься, провести этот великий месяц поклонений и дал возможность нам радоваться в этот великий день праздника. Поэтому думайте хорошо об Аллахе. Ведь как вы будете думать об Аллахе, такова будет и ваша участь. Таков будет ваш удел, как это сказано в священном хадисе. Радуйтесь и не забывайте про своих отцов, матерей, сыновей, дочерей, бабушек, дедушек, родственников. Всех обзвоните обязательно. Это есть сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Всех поздравьте. Не ограничивайтесь сухими смс-ками. Не делайте этого. Не ограничивайтесь тем, я же послал сообщение. Нет. Если можете, поедьте. К сожалению, мы не можем поехать в свои родные дома. Не можете поехать, позвоните. Пусть они услышат ваш голос. Скажите им ласковые, приятные слова. Лицо праздника – это наше лицо. Мы должны сегодня все радоваться. Я поздравляю всех вас. Я прошу Субхану Тааля, чтобы Он дал нам дожить до следующего Рамадана. Ben Allah'a Subhanahu Teala dua ettim ki bizge nasip eylesin gelecek bayramlarını her daim böyle dua ettiğimiz vatanımızda geçirmeye inşallah. Пусть Аллах Subhanahu Teala примет наше поклонение. Пусть Аллах Subhanahu Teala дарует нам возможность провести много-много еще Рамаданов, иншаллах.